Европейский парламент подписал документ, в котором рассматриваются систематические репрессии китайских властей в отношении уйгуров и других тюрков в Восточном Туркестане. Парламентарии потребовали ввести санкции в отношении китайских чиновников, замешанных в репрессиях и геноциде. Документ о положении уйгуров, подготовленный представителями политических партий и групп Европарламента, был принят большинством голосов во время собрания Генеральной Ассамблеи в Страсбурге. Решение парламента было основано на секретных данных Коммунистической партии Китая, попавших в прессу в прошлом месяце. Напомнив, что в уйгурском регионе проживает свыше 10 миллионов уйгуров, а также казахов и других тюрков, парламентарии заявили, что действия китайских властей вышли за рамки борьбы с терроризмом и перешли в уничтожение религии и этнической идентичности местного населения. Участники собрания, организованного Институтом Хадсона в Вашингтоне, в котором было рассмотрено нарушение прав уйгуров со стороны китайских властей, призвали США вмешаться в процесс. В собрании приняли участие специальный представитель США по вопросам свободы вероисповедания Сэм Браунбек, журналист Беттани Аллен Эбраимиан, руководитель уйгурского проекта по правам человека Нури Туркель и исследователь Адриан Зенц. Благотворительный фонд EHH организовал митинг против бесчеловечной политики Пекина в отношении мусульман Восточного Туркестана. Участники митинга проследуют от мечети Фатих до площади Баязида. Ожидается, что в акции примет участие большое количество жителей города Стамбул. Китай готовится удалить Месута Озила, оказавшего поддержку народу Восточного Туркестана, из китайской версии популярной игры Pro Evolution. Игрок английского Арсенала столкнулся с негодованием Китая из-за публикации, в которой футболист осуждает исламский мир за безмолвие по уйгурскому вопросу и призывает мировое сообщество оказать давление на Китай. Во время собрания Палаты представителей США прошло голосование об отставке Трампа. 230 представителей проголосовало за обвинение Трампа в превышении должностных полномочий и 229 за обвинение во вмешательстве в деятельность Конгресса. По сообщениям «Голоса Америки», вопрос отставки Дональда Трампа будет предложен на рассмотрение Сената, большинство мест в котором занимают республиканцы. Ожидается, что рассмотрение начнется в январе. В свою очередь, Трамп заявил, что это часть заговора врагов США.